Сегодня православные всего мира празднуют Крещение Господне. В этот день многие верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях. Накануне в Якутске открыли главную купель республики. Ее осветил епископ Ленский якутский Роман. Уже к часу дня горожане начали собираться у Иордани, чтобы принять участие в обряде омовения освященной речной водой. Репортаж Таргаланы Захаровой. И призываем воду, эту важнейшую стихию, сотворенную Богом, стать посредницей или источником божественной силы и божественной благодати. Праздник Крещения – это один из самых древних и главных праздников христианской церкви. Его установление относится еще к временам апостолов. Христианская религия связывает его с крещением Иисуса Христа и Иоанном Крестителем в реке Иордан. Он показал, что через крещение, только через погружение в воды, в освященные, человек освобождается от греховных тяготений. Только через крещение он вводится в то общество избранных, которое называется Церковью Христовой. Церемония освящения Иордании на Зеленом лугу собрала немало горожан. Одним из первых по традиции в купель окунулся глава города. У нас в Якутии и в городе Якутске проводятся, наверное, самые такие, на самом деле, экстремальные крещенские купания. Ну, а проводятся они, наверное, на одном из самых высоких уровней, которые у нас в стране есть. Сразу после освящения к купели выстроилась очередь из желающих присоединиться к древней традиции. Сюда приходят не только взрослые, но и дети. Скажи, как ощущения? Холодное, но нормальное. Ага, ты первый раз купаешься? Не второй. Во-первых, это вера. Во-вторых, это, как я уже сказал, здоровье, бодрость, ну и закалка для себя, для детей. Радость. Радость. Это часть веры, наверное. Если не позволяет здоровье или вы не настолько экстремальны, то окунаться в ледяную воду с головой не обязательно. Достаточно просто помыть руки и голову освященной водой. Также возможен другой вариант – взять с собой освященную воду из Иордании и пройти обряд омовения дома. Ну а тех, кто решил окунуться в самой купели, убедительно просят помнить о правилах безопасности. Естественно, первое мероприятие – это что? Это противообморожение. Не убегать сразу после купели из палатки на улицу, на лед, чтобы не было никаких обморожений. Купель будет открыта для всех желающих до 20 января. Как и всегда, там же организовали забор освященной воды. В этом году до Крещенского городка автобусы курсируют с Преображенского собора с 8 утра до 10 часов вечера. Таргалана Захарова, Гаврил Дечков, НВК Саха, Якутск.